Всем доброго дня, всем здравствуйте. Вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации канала, а значит дайджест. Все самое интересное из мира триатлона в первую очередь, а там попутно, глядишь, заглянем в велоспорт или легкую атлетику, если, конечно, таковые события были. Но на самом деле главное внимание казахстанского триатлона — это, конечно же, Бурабай. Юбилейный 30-й старт в просто красивейшем месте, красивейшей локации. Заглянем на Кубок мира суперсерию в Монреаль и поговорим о половинках, которые прошли в Люксембурге и в Швейцарии. Погнали! Итак, начинаем традиционно с внутренней кухни, с наших новостей. Боровое, Бурабай. В общем, все было приковано в эти выходные из мира казахстанского триатлона именно туда. Просто ну, я без тени сомнений скажу, мекку казахстанского триатлона. Живописная природа, классная локация, любо-дорого посмотреть. Ну и приятно было, что состав участников был очень разнообразен. Все-таки, как ни крути, чемпионат страны. Это тоже обязывает. Более 116 атлетов-профессионалов вышли в субботу. И почти 300 человек, я бы даже сказал, все 300 человек вышли на старт второй день. Но обо всем по порядку. Давайте сначала. В первый день, субботу, мужчины категории элит вышли на старт дистанции суперспринт. Там нужно отдать должное хозяевам, которые себя повели негостеприимно, и я думаю, что вполне по праву, потому что нужно показывать, кто в доме хозяин. Аян Бесинбаев, Мирлан Искаков и Тимирлан Тимиров. Вот в таком порядке они захватили лидерство после плавательного этапа. Кирилл Рожков вместе с ними вроде как выплыл, пытался представитель Нурсултана удержаться и зацепиться, но на велоэтапе эта троица просто-напросто от него уехала и, что называется, дальше решали свои междуусобные разборочные вопросы. Все решилось на беге. Аян Писинбаев показал на двухкилометровой отметке время 6 минут 15 секунд, что было лучшим результатом. За счет этого и стал чемпионом в этой дистанции суперспринт. Мирван Искаков и Тимирлан Тимиров расположились вслед за ним. Ну и по порядку там был Кирилл Рожков и Ануар Турубаев. Вот такое представительство синегорцев. Дальше отправляемся в категорию Ю-23. Тут нужно отметить, что разнообразный состав, он был более такой насыщенный. И главный фаворит, конечно же, в этой группе был Дарен Кунысбаев. Дарен Кунысбаев, который, как всегда, на плавании не показывает какое-то выдающееся время. Так уж получается, что после плавания он вынужден постоянно догонять, добирать своих соперников. Ну и вот в этот раз снова пришлось ему показывать характер. Причем группу, которую ему пришлось прикладываться, была достаточно насыщенная и большая. В итоге, когда добрал он на первом же круге, получилось, что 7 человек, да, вот эта группа лидеров. В ней были представители Акмолинской области, в ней были представители Кустанайской, Туркестанской и Шымкента. И вот Дарен Кунасбаев тоже в этом числе находился. Вместе приехали, вот эта пачка 7 человек, 7 лидеров, и все решалось на беге. А как мы знаем, и приучил нас Дарен Кунасбаев, что с бегом у него проблем нету. Бег — это, наверное, один из его любимых этапов в триатлоне. Ну и здесь он снова показал свое мастерство и качество, закончив гонку лидером. Мурад Жакен остановился на второй позиции, а, показав тоже неплохое время, но при этом имея небольшое отставание. И тут, наверное, нужно не то чтобы удивиться, а приятно порадоваться за представителя Шымкента, который сумел на третье место взобраться. Это Асадбек Нарметов, который где-то, может быть, тактически очень грамотно провел свою гонку, потому что выпал в группе лидеров, экономил и не тратил много сил на велоэтапе, и вот зато все сосредоточил именно на беге. Это и позволило ему замкнуть тройку призеров и забежать на пьедестал почета. Нужно сказать, что опередил он в этой борьбе Алихана Бусита и Даниила Зубцова. Так, на секундочку. Дальше отправляемся в Ю-17. Там тоже была веселуха, причем в прямом и переносном смысле. Суперспринт дистанция у Ю-17, причем и у мальчиков, и у девочек. Было приличное количество участников, более, по-моему, 40 атлетов вышли на старт. И вот тут, наверное, я бы сделал небольшую сноску в плане того, что если элита и Ю-23 стартовали просто ну, в идеальных погодных условиях, а мы знаем, что в Боровом все меняется ежеминутно, ежесекунду, так вот, Ю-17 досталась самая, наверное, может быть,
неудачная часть, а с другой стороны зрелищная, потому что наблюдать за этим приходилось и очень классно. Моментально, буквально за несколько минут поменялась погода, налетел ураганный ветер, дождь ливнем просто прошелся. Вот в таких погодных условиях стартовали представители категории Ю-17. Ну и нужно сказать, что, наверное, это тоже, опять же, было на руку хозяевам. Представители Акмолинской области не дали в себе усомниться. И снова, как и у элиты, так и в Ю-17, у мальчишек просто не было равных хозяевам, которые показали потрясающее время и плюс ко всему еще и, конечно же, заставили всех остальных просто наблюдать и смотреть друг другу в спину. Так вот, победителем Ю-17 стал Никита Дубинский, его результат 25 минут и 3 секунды. Борьба за второе и третье место, вот там получилось очень любопытно и интересно. Абулхаир Тержанов сумел опередить на финишной прямой Арлана Жанабая 25-26 и 25-42. Вот такие промежуточные результаты были, точнее финишные результаты были на дистанции суперспринт Ю-17. У девочек тоже мог состояться целиком и полностью акмолинский, да, кашетауский подиум, но здесь нашлась своя героиня, представительница Шымкента, Вероника Иванюк, сумела разбавить этот подиум и прям аккуратненько посередине залез на второе место. Ну а победительницей стала Анели Сабаева. Ее время 30 минут 8 секунд. Ангелина Редченко закончила дистанцию на третьей позиции. Вот так вот закончился индивидуальный зачет. Ну а завершал всю эту субботнюю программу эстафетная гонка. Классная, зрелищная, эмоциональная, ну и, конечно, в любом плане, я бы даже сказал, очень и очень смотрибельная. Две девочки, два мальчика, причем по новым правилам теперь девушки заканчивают эстафету, и это тоже вносило свои коррективы и свой интерес в эту гонку. Нужно отметить, что каждый этап практически до середины гонки у нас происходила смена лидеров. Если первый отрезок сразу три команды из Нур-Султана вроде как возглавили эту гонку, но затем просто-напросто, видимо, не договорившись, как нужно дальше ехать, не показав командную тактику, просто-напросто сами же себя отцепили от всей этой ситуации для того, чтобы, может быть, комфортно и с большим запасом заканчивать четвертому человеку, да. В общем, забойщики у Нур-Султана показали свой класс, да, они выступили здорово, чего не скажешь о представителях Акмолинской области, но затем акмолинцы потихоньку, что первая, что вторая команда, начали прибавлять шаг за шагом, и уже через даже, наверное, не через этап, а уже к концовке второго этапа Акмолинская команда 1 и Акмолинская команда 2 были в лидерах. Причем с каждым этапом пытались наращивать свое преимущество. Перед третьим этапом передачи эстафеты их преимущество над ближайшей командой Нур-Султан-1 было 3 минуты 50 секунд. И вот, наверное, с того момента Нур-Султан бросился в погоню, но как мы понимаем, 3 минуты 50 секунд на суперспринте вот здесь вот отбирать в эстафете очень и очень тяжело. Но отдать должное, представители Нур-Султана не бросили. Тут, конечно, нужно отметить и женскую часть команды, которая практически на каждом этапе показала свой класс. Ну и замыкающий, да, финишер у Нур-Султана-1 показал классное время. Тут, наверное, как ни крути, а отметить, скорее всего, нужно Диану Ержанову, которая сумела на велоэтапе показать одно из лучших времен вообще за этот весь соревновательный день и свою команду с третьей позиции на вторую перетащила. Да, она отыграла минуту, плюс 30 секунд еще привезла второй акмолинской команде, но в этот вечер против Юлианы Петровой у нее просто не было шансов. 1,5 минуты Нур-Султан-1 уступил первой команде Акмолинской области, а я скажу, что брат и сестра Петровы из первой команды Акмольской области, конечно же, очень грамотно и классно провели гонку. Ну и, наверное, неудивительно, что они как раз-таки и были замыкающими в своей эстафеты. Лучшие силы были представлены в этой позиции. Ксения Бедрина у второй акмольской команды заканчивала эстафету, и вторая акмольская команда стала второй. В общем, тактические игры, различные подковерные нюансы, все вот это привело к такой классной, интересной гонке, которая, еще раз напоминаю, Акмолинская команда 1 чемпионами становится эстафеты, Нур-Султан второе место и Акмольская команда вторая занимает третью позицию. Вот такие были итоги первого соревновательного дня в Боровом.
Ну, а мы отправляемся дальше, и у нас на очереди четвертый этап Кубка Тимир Адам. Вот, наверное, тоже к чему было приковано внимание. Во-первых, мы все прекрасно помним, мы знаем, что вот Бурабай — это то место, которое приковывает к себе внимание, об этом можно говорить постоянно, но и с большим удовольствием туда едут атлеты. Нужно сказать, что слоты на этот старт разбираются очень быстро, да, как горячие пирожки, но и при этом даже выделенные дополнительные слоты тоже, можно сказать, разлетелись как билеты, ну не знаю, если хотите на концерт Red Hot Chili Peppers или, не знаю, в Шымкенте на Кайрата Нуртаса можно было сходить. Вот так вот эта гонка началась. Началась она со старта атлетов категории ПРО. Там нужно сказать, что было большое представительство ERG Team, что у мужчин, что у девушек. Но если у девчонок между собойчик выясняли Надежда Бекмагомбетова и Юлия Озерова, первая, в свою очередь, как всегда, отставала на плавании, но затем здорово проехала вело и бег отработала, стала чемпионкой в категории ПРО. Юлия Озерова поздравляем со вторым местом. То у парней была тактическая борьба, и видно было, что ребята, представители ERG Team, пытались, что называется, отцепить и высадить, да, Дарына Канызбаева, при этом самостоятельно прокатить велоэтап и какое-то преимущество себе оставить на беге. Но просто их все планы Дарын Канызбаев разбил еще на первом кругу велоэтапа, добрав группу, которая привезла ему вроде как 1,5 минуты, но затем он на вело отработал потрясающе. Что касается Ивана Тутукина, то тот после первой транзитной зоны в гордом одиночестве начал уезжать метр за метр, километр за километром и дальше по возрастающей. В общем, 5 минут он имел преимущество над ближайшим соперником после второй транзитной зоны. Бег он проводил в своем ритме, в своем темпе, и, собственно говоря, это позволило ему закончить гонку чемпионом. Иван Тутукин, представитель Костанайской области, победитель атлетов категории ПРО. На второй позиции Доран Каназбаев, показав лучший бег 31 минуту на олимпийской дистанции, да, напомню, второй день была олимпийка, стандартная дистанция, 1500 метров плавания, 40 вело и 10 километров бег. Так вот, Конусбаев за 31 минуту пробежал десятку. Дарына, поздравляем, представитель Актюбинской области и представитель Наматви Клапа на второй позиции. Данил Зумцов, ERG Team, замкнул эту тройку призеров, он сумел раньше остальных подняться на пьедестал почета. Также отметил Кирилла Рожкова, который закончил на четвертой позиции. И, если не ошибаюсь, по-моему, Алихан Абусеид тоже там же в этой компании пятерки лучше. Ну а дальше идем к Age Group. Там вообще, как всегда, борьба насыщена. Даже несмотря в отсутствие травмированного Сергея Бондаренко, не сумевшего вовремя купить слот Павла Артюшенко, к чему, конечно, мы расстроены, и не было Максима Мазура, не знаю по какой причине, видимо, сказалось его усталость после 40-километровой дистанции челленджа, который проходил в эти же дни. В общем, без вот этих ребят, которые веселили нас на Алаколе, веселили в прямом смысле, потому что давали огня, главными претендентами и главными фаворитами, наверное, гонки воскресной четвертого этапа Кубка Тимир Адам были же, конечно, Асан Навдарахманов и Байжан Канафин. Вот те люди, за которыми мы следили. Да, были еще много ребят, которые параллельно с ними были и которые могли выстрелить, в частности и Сергей Петров, да, который тоже наверняка мог показать чуть-чуть лучшее время на велосипеде. А Саубек Дюсенов, который остановился четвертым в шаге, что называется, от подиума абсолютки. Но, в общем, давайте обо всем по порядку. Асан Абдрахманов лучшим преодолел дистанцию 1500 метров. Байджан Канафин, наверное, находился где-то, если не в десятке, то, по крайней мере, близко к десятке после плавания. Но затем Байджан Канафин шаг за шагом раскручивал свою большую шестеренку. А ему такая дистанция с таким рельефом, с таким подъемчиками, тягунками, конечно, я думаю, доставляет одно удовольствие. В общем, Байжан Канафин еще до окончания первого круга сумел догнать группу лидеров, затем начал откатывать, напомню, драфтинг был запрещен, и вот в этом хорошем индивидуальном темпе такая своеобразная разделка, да, но при этом нужно отдать должное, что трасса в Боровом из-за ее ширины полотна, плюс поворотов и подъемов и спусков, она настолько технически сложна, что тут нужно понимать, что просто концентрация должна быть запредельна. Мешают абсолютно все, даже зрители, которые
ходят вдоль трассы. Но в первую очередь не зрители, наверное, а отдыхающие. Но тем не менее, хочется сказать всем атлетам большое спасибо за то, что показали класс без падений, без травм, без происшествий обошлось на велоэтапе. Вот тут, наверное, низкий поклон и только браво сказать за прохождение велоэтапа. Бажен Канафин ко второй транзитной зоне пришел лидером. Даже несмотря на мелкий полученный штраф, он все-таки на беге сумел сохранить свое преимущество и даже чуть-чуть его умножить. Аслан Абдрахманов финишировал на второй позиции, но вот борьба была за третью строчку, где Сергей Прохоров сумел здорово убежать, хотя со Сылбеком Дюсеновым они до последнего где-то на вот этой 10-километровой дистанции старались бок о бок бежать, и нужно сказать, что борьба была, но вот где-то за последние, наверное, метров 300-200 Сергей Прохоров все-таки сделал свое решающее ускорение, и это позволило ему стать третьим в абсолюте, ну и, соответственно, одним из лучших в своей возрастной категории. Ну а Байжан Канафин победитель и чемпион абсолютки на трассе Борового четвертого этапа Кубка Тимир-Адам. Поздравляем Байжана. Что касается девушек и женского зачета, то там практически, наверное, с первых метров отдать должное нужно Айне Усеновой. Она шаг за шагом потихоньку подвела себя к велоэтапу и затем начала просто уезжать от своих соперниц. Соперниц было достаточно много, и Джамиля Акмалдаева, и Лаура Унгарова была, и, собственно говоря, еще ряд девчонок, которые пытались, что называется, соперничать. Наверное, одной из таковых, можно сказать, Гульнар Матыбаева, которая вот больше всех держала в напряжении. Отметим также представительницу Айрон Казахстан Айнагуль Такеева, которая после плавания имела преимущество, но вот вело и бег это все-таки не ее. В итоге после первой виртуальной позиции Айнагуль спустилась очень глубоко, да, ближе к концовке десятки. Так что вот, ну, в любом случае, поздравляем с финишем гонки. Ну, а представительница Nomad Club, показав отличное время на беге, сумела стать победительницей абсолютного зачета. Второе место Гульнар Матыбаева, Swim by Rank School Алматы и Дана Нурмаганова Nomad Club, которая буквально, ну вот, на последних там 50-70 метров выиграла борьбу у Лауры Унгаровой. Вот так вот завершилась женская гонка в абсолюте. Ну и, конечно же, нашли медали и награды своих чемпионов и призеров в каждой возрастной категории. Еще раз большое всем спасибо атлетам категории Age Group, кто сумел добраться до старта. Также, наверное, я уже начал благодарить, но забыл. Эстафетный же зачет еще был. Все вот так вот я стороной. Но тут, наверное, нужно сказать, что в эстафете первое место стала команда BI Iron Team. На второй позиции остановились представители команды Iron View и третье место команда For Fun. Вот так вот они завершили свои гонки. Утром проходил челлендж. Тут нужно сказать, что в абсолюте был лучшим Борис Иванов и Андрей Иван. Показали практически одинаковое время, но и единственная девушка, которая выходила на челлендж, это была Ольга Захарова. Ее время 1 час 34 минуты на 40-километровой дистанции. Еще раз большое спасибо всем участникам, кто приехал в Боровое, посетил этот старт. У нас следующий этап Кубка Тимир-Адам – это Нур-Султан. Плюс, конечно же, Кубок Азии, который в эти дни будет проходить в столице Казахстана. Так что регистрируйтесь, открыто уже все и собирайте свою эстафетную команду. Это очень круто, эстафетный формат. Я думаю, всегда интересно. Ну и быть командой целой, да, это тоже очень классно. Вот такие новости из Борового было в эти выходные. Ну что, от казахстанских новостей перемещаемся к мировому триатлону, точнее суперсерии, да, которая проходила в Монреале. Там был суперспринт, причем, как уже делают его организаторы, да, ITU в последнее время с квалификационными показателями. То есть за день ты проходишь не один суперспринт, а сразу 3 суперспринта. Первый отсев 20 человек, второй 10, и вот это топ-10 разыгрывает потом группа чемпионские награды. И у мужчин, и у женщин борьба была потрясающая. Ну, а я думаю, что в таких динамичных и скоростных дистанциях по-другому быть и не может. Нужно сказать, что победителем у мужчин стал представитель Великобритании Алекс И. На второй позиции Хайден Уайт из Новой Зеландии и Лео Барге из Франции
замкнул тройку призеров. Вообще борьба получилась очень любопытной. Если вкратце, то первых двух квалификационных забегах очень интересно было смотреть за позициями с 10, что называется, по 30 место, потому что там была ожесточенная борьба, чтобы дальше сохранить свою позицию и пробиться через квалификацию, то дальше вот мы, конечно же, следили за топ-10. Все решилось на беге, причем отдать должно Хайден Уайт из Новой Зеландии, несмотря на технические проблемы и порванную цепь, сумел восстановить ее быстро, чуть ли не ценой микроповреждения, переложиться снова в группе лидеров и затем на беге практически до последних метров, чуть ли не плечо в плечо с Алексом и финишировать. Но британец оказался чуть побыстрее, и вот, может быть, где-то легкость ему в ногах это и позволило забрать последние метры. Он ведь не перекладывался, он с техническими проблемами не сталкивался. Так что Алексей победитель суперсерии в Монреале. Что касается женского зачета, то тут снова Британия. И нужно сказать, что Джорджия Тейлор Браун, которая впервые выигрывает подобный старт, и могла вообще в финал не попасть по итогам квалификации, но сумела отобраться в группу сильнейших и показала отличное время на беге, при этом снова сработавшись очень здорово с француженкой Богран, которая, да, помните, была очень заметно влиться на суперсерии. Так вот, француженка долгое время, что называется, тащила за собой эту группу на велоэтапе, но Тейлор Браун очень здорово провела бег. С первых метров начала отрываться, убегать. Да, попробовала француженка ее добрать, но этих сил не хватило. Первый круг вроде как отыграла, а в дальнейшем все закончилось. Но и Бет Поттер из Великобритании замкнула тройку призеров, еще одна британка на подиуме, которая могла и, наверное, замахнуться на большее. Но вот в этот вечер, в этот день только лишь бронза. Вот такие итоги суперсерии в Монреале, где Алексей и Джордж Тейлор Браун, что называется, властвовали. Вот дома влиться не получилось, да, похозяйничать. Зато в Монреале, в Канаде получилось очень здорово. Ну и давайте теперь к обзорам половинок, которые проходили в Люксембурге, которые проходили в Швейцарии. Там, как вы понимаете, разыгрывались слоты и в Люксембурге у женщин, в Швейцарии у мужчин. Разыгрывались слоты в Сент-Джордж, в Юту на чемпионат мира. И нужно сказать, победители, которые, собственно говоря, стали, да, в Люксембурге и в Швейцарии, уже таковые слоты имелись, поэтому для них это, может быть, возможно, была очередная такая проверка. Победителем женской гонки стала англичанка Эмма Паллет Браун. Ну, вот Браун прям приставка везде, да, в триатлоне, в Ironman заставляет задуматься сразу, кто ж там и как будет разбираться. Эмма Паллет стала лидером. Она одержала победу, причем если на велоэтапе немножко проигрывала, то уже по ходу беговой программы сумела догнать и достичь Лидию Дант, которая в итоге от нее финишировала с разрывом в 8 минут. Ну и на третьем этапе третье место выводит итальянку Марту Бернарди. Она финишировала третьей, при этом нужно сказать, что она не была даже в группе лидеров после велоэтапа. Она где-то из середины добегала, забегала и показала одно из лучших времен именно на беговой программе. Это и позволило итальянке стать на третью строчку абсолютно. Что касается швейцарской гонки, то трасса, как всегда, потрясающая. Классный рельеф, классные холмики, подъемы. И тут нужно сказать, что если в воде, наверное, было все спокойно, на удивление, и таких, может быть, больших разрывов не было по сравнению даже с гонкой в Люксембурге, то вот на велоэтапе все, наверное, и решалось. Тут нужно отметить трио итальянца, немца и представителя Нидерландов. Матео Чикарелли, Николас Ман и Юрий Кеулен. Соответственно, вот это трио, которое после велоэтапа сумело уехать от основной группы, сумели не то чтобы сработаться, а показать хороший индивидуальный ход. И все у них решалось после второй транзитки на беге. Нужно сказать, что итальянец практически сразу после второй транзитки начал проваливаться, и следствием чего стала третья позиция. Ну а вот представители Нидерландов и Германии, да, Ман и Кеулен боролись практически до последнего за победу на этом этапе, но вот последние километры остались в пользу Юрия Кеулена, и представитель Нидерландов сумел стать победителем. На минуту он обошел немца.
Это вот такие итоги именно швейцарского Айронмена. И каждый из них, соответственно, поборолся за слот, да, у кого-то он уже автоматически был и получает новый, следуя, да, иерархии спуска и переходящие вот эти слоты. Так что поздравляем, поздравляем всех участников. Также, наверное, нужно сказать, что в южнокорейском Гасоне проходила еще одна половинка. Может быть, там не было атлетов про, на которых стоит уделить внимание, да, по такому составу, но зато там были наши соотечественники, в частности, казахстанец Вячеслав Цой, он продемонстрировал финишное время 5 часов 28 минут и 57 секунд и занял 17 место в категории 45-47. Вячеслава мы поздравляем, но я думаю, что это не первая гонка для него, возможно, вот дальше у него еще одни старты, на которых мы желаем ему, конечно же, удачи, собственно говоря, как и всем нашим соотечественникам, которые будут принимать участие в ближайших выходных, либо через неделю, да, на старте, на половинках или на полных дистанциях Ironman. Вот таким он получился этот выпуск. Да, может быть, новостей было не так немного, но боровое. Суперсерия в Монреале и половинки в Швейцарии, Люксембурге и в Корее. Вот так вот подвели, запомнили, отметили. Всех поздравляем, всем большое спасибо. Ну а вы не забывайте смотреть, подписываться на YouTube-канал Казахстанской Федерации Триатлона, ставить лайки или дизлайки, в общем, оставлять свои комментарии. Всем большое спасибо, болейте на здоровье.